Здравствуйте, в эфире Зарима Мусаева. Вас приветствует канал Бирге ТВ с дайджестом наиболее важных на сегодня новостей. И сегодня в выпуске инаугурация президента Садыра Джапарова, конституционное совещание завершило свою работу и новые условия въезда в Россию. В Кыргызской национальной филармонии проходит церемония инаугурации вновь избранного президента Садыра Джапарова. Председатель ЦИК Нурджан Чайлдабекова зачитала постановление о том, что Садыр Джапаров победил на досрочных президентских выборах. Избранный президент принес присягу кыргызскому народу. Он отметил, что на посту главы государства перед Богом и народом будет править справедливо. Защищать права человека и соблюдать нормы Конституции. Глава Центра избиркома вручила Садыру Джапарову удостоверение президента и штандарт. В зале прозвучал государственный гимн Кыргызской республики. В своем выступлении глава государства заявил, что намерен создать рабочие места и вернуть мигрантов. Мы 30 лет мечтали, что будем в Швейцарии и в Азии. Верили пустым обещаниям. Мы мечтали, что власть будет меняться мирным путем каждые 6 лет. И будем праздновать новые достижения нашей страны. 5 октября народ поднялся и потребовал отменить парламентские выборы, смены власти. В те дни я тоже не сидел на одном месте. Мы взяли на себя ответственность и стабилизировали обстановку, сказал Садыр Джапаров. Он заявил, что идею парламентаризма поняли неправильно, политику превратили в бизнес. Депутатские мандаты стали оцениваться за деньги. У терпения есть конец, узурпации не будет. Работать будет днем и ночью. Камбарата, Сарыджаз, Верхненарынский каскад будут работать. Считаю своим долгом создать тысячи рабочих мест и вернуть трудовых мигрантов, сказал Садыр Джапаров. Ак жолтой ажо болуп берсин деп Кудайым дагы кыргыз элин тапшырды бу балага. Ушу кыргыз эли сазга батып турат азыр. Ушул сазга батып турса дагы ошону мойнуна алып иштеп ушу элим үчүн иштеп берем деп келип атканына эл ыраазы, биз ыраазыбыз, аябай иштеп кетет деп ишене алабыз. Башынан бери билип келаткан бала бул бала. Ушул аралашып келаткандан бери эле эл журттун таламын талашып келатат. Элге жакшылык болсун деп келатат. Жада калса кумтөрдүн маселесин көтөрүп чыкса аны туура эмес көрүштү. Жерди сатты деп да жамандады керек болсо биз ошол убактан бери келатабыз. Жерди саткан жок, жер сатылып атат. Алып калалы деп даллат кылгандарын эл тескери элге үгүт кылышты. Ошол 6 миллион элдин каршысын кутутсун. Ушу балага эместе ишенебиз. Бүт карапайым элдер ошол балдарыбыз чет мамлекетте жүргөн балдарыбыздын баарын алып келсин, жумуш таап берсин. Биздин өзүбүздүн Кыргызстанда деле жумуш деген толтура иштесе. Мына тамеки деген бар, такта деген бар, фасол деген бар. Ошолорго тентибей балдарыбыз келип иштеп жардам берсин. Заветом наших предков, таких как Доломби, Бирназарби, показавших пример священного отношения к родной земле, сохранения сплоченности народа. Кабинет избранного президента Садыра Джапарова будет находиться в здании Дома правительства, как сообщил заместитель министра культуры, информации и туризма Кайрат Иманалиев. Сегодня после инаугурации исполняющий обязанности президента спикер Талант Мамытов покажет Садыру Джапарову его рабочий кабинет. Это также будет показано в прямом эфире. Представители аппарата президента подтвердили, что глава государства будет работать в здании Дома правительства. Ранее президенты работали в здании Джогурку Кенеша. Конституционное совещание 27 января провело свое последнее заседание, на котором одобрило окончательный вариант проекта новой Конституции. На последнем заседании члены Конституционного совещания обсудили отдельные статьи предлагаемого проекта и внесли некоторые правки. По итогам голосования было объявлено, что 42 человека проголосовали за предлагаемый вариант проекта основного закона, 1 человек против. Однако позже на брифинге председатель Конституционного совещания Бекбосун Борубашев заявил, что за проект Конституции проголосовали 67 человек. Сегодня было последнее заседание. В конце рабочего дня мы проголосовали за проект. В последнее время тоже было много предложений, поэтому еще 2-3 дня последний вариант будет дорабатываться, после чего будет отправлен в Джогурку Кенеш. Мы постарались выполнить свою работу достойно. Участвовали большинство. 67 человек поддержали проект и расписались, сказал Борубашев. 17 ноября 2020 года Джогурку Кенеш вынес на общественное обсуждение новый проект основного закона страны,
страны, в котором расширены президентские полномочия и введен новый институт «Народный Курултай». 20 ноября исполняющий обязанности президента Талант Мамытов создал конституционное совещание, которое на основе вынесенного депутатами документа подготовило новую редакцию Конституции. В совещании заседало почти 100 человек. Граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз, смогут въехать на территорию России только из аэропортов Армении и Беларуси. Распоряжение было размещено накануне 27 января на сайте правовой информации России. Так, согласно документу, с 1 февраля по 1 марта граждане стран ЕАЭС могут попасть на территорию России только через аэропорты Беларуси и Армении и лишь при предъявлении отрицательного теста на коронавирус в приложении «Путешествую без COVID-19». Принимают граждан стран ЕАЭС в 20 аэропортах в Москве, Санкт-Петербурге, Грозном, Екатеринбурге и других городах. В состав ЕАЭС входят Казахстан, Россия, Армения, Кыргызстан и Беларусь. МИД Кыргызстана пока не дал разъяснений относительно того, как кыргызстанцы могут попасть в Россию. Напомним, Аэрофлот с 28 марта по 30 апреля отменяет регулярные авиарейсы из Москвы в Бишкек и Ош. На этом у меня все. Далее продолжат международные новости с Эрмурасом Аскаровым. Главные новости мира на сегодня. Здравствуйте. Евросоюз в феврале снова рассмотрит вопрос о введении санкций против России из ситуации с Алексеем Навальным, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. В ходе интервью с Дендиасом журналист телеканала Евроньюз отметил, что несмотря на призывы некоторых государств, министры иностранных дел ЕС приняли решение не вводить новые санкции в отношении российских чиновников из-за задержания Навального. Он спросил у министра, согласен ли он с таким подходом, а также каким должно быть отношение Европы к России на данном этапе. Мы все согласны с позицией подавляющего большинства государств-членов, как выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а именно, что ЕС должен дать России возможность пересмотреть этот вопрос. И через 30 дней вопрос будет обсужден снова, сказал Дендиас. Один из подозреваемых в заговоре с целью похищения губернатора американского штата Мичиган Гретчен Уитмер признал свою вину. В декабре 2020 года большое жюри в США предъявило обвинение 6 мужчинам, подозреваемым в заговоре с целью похищения Уитмер. Сообщается, что 25-летний Тай Гарбин признал в среду свою вину в заговоре с целью похищения губернатора Мичигана. По предъявленному обвинению в заговоре с целью похищения ему грозит вплоть до пожизненного тюремного заключения. Свыше 3 десятков человек погибли на индонезийском острове Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2. Подземные толчки произошли после полуночи, люди уже спали. Это и объясняет высокое количество пострадавших. Пока известно о более чем 600 раненых. Сообщается, что окончательно списков жертв пока нет. Власти собирают сведения о пропавших без вести. Поисковые работы под завалами домов продолжаются. Спасатели используют тяжелую технику. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Мамуджу на западе острова Сулавеси. Ну на этом у меня все. С вами был Бирге ТВ. Подписывайтесь на наш канал, переходите в наши социальные сети. Далее будет прогноз погоды. До скорых встреч!